Первое – это следование шариату, а потом обычаю. Второй аспект. Отдаление от сомнительного, порицаемого не должно быть в делах, за которые, вероятно, будет награда. Как это понять? В некоторых вопросах среди ученых есть разногласия. Есть алимы, которые говорят, что это желательное, приближающее к Аллаху. Это зарекомендовавшие себя алимы, за которыми следуют, из праведных предков или больших алимов. А некоторые алимы говорят, что это нельзя. Как, к примеру, чтение Корана и передача награды за это усопшим. Многие ученые, укрепившиеся в религии, говорят, что это дозволено, даже достоверно, что некоторые сподвижники, да будет доволен ими Аллах, делали наставление возле усопшего читать последние аяты сура Аль-Бакара. А некоторые алимы, которых мы уважаем, говорят, что нельзя. Усопший от этого пользы не получит. Некоторые люди говорят: «О, брат, надо принять меры предосторожности». Некоторые алимы говорят, что это нововведение, лучше оставить это. Мы им отвечаем: «Нет». Тут предосторожность в выполнении, а не в оставлении. Почему? Потому что это касается дела, за которое, вероятно, получим великую награду. Это твердое правило. Нужно обратить на это внимание. Нет сомнения в совершении чего-либо из этого. Есть ли середина Шаабана или какой-то день, запрещенный по шариату? Нет. По единогласному мнению, это дозволенные дни, не запрещенные. Разногласие осталось в том, эти дни достойные или нет. Человек из-за малых знаний, послушав фетвы там-тут, что это нововведение, принимает предосторожность в оставлении этого. Нет. Нет предосторожности в оставлении поклонения. Наоборот, предосторожность в оставлении шахвата, желаний нафса. Повторяю, нет предосторожности в оставлении поклонения. Это правило. И наоборот, предосторожность в оставлении шахвата, желаний нафса. В тебе есть алчность, желание получить лишние деньги. У тебя 20 миллионов, и ты желаешь прибавки, и ты начинаешь искать слабые фетвы, или фетвы, которым многие ученые противоречат. И довольствуешься нафсом, противоречия многим алимам ради получения денег. И тут, когда дело коснулось соблюдения поста в месяце Шаабана, твоя набожность проявилась. Ты оставил пост, приняв меры предосторожности. Не бывает предосторожности в оставлении поклонения. А наоборот, бывает в оставлении шахватов, желаний нафса. Тут проявляется набожность. Но в поклонениях мы говорим: «Я это делаю вероятностью». Говорят: «О, брат, это хадис слабый». Да, согласен. А что значит слабый хадис? Означает ли это то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, такое никогда не говорил? Многие из слабых хадисов предполагаются, что они достоверные, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, их высказал. Но почему их обозначили слабыми? Потому что некоторые передатчики этого хадиса вызывают сомнения. Либо у них память была слабой, или сгорела библиотека, или плохо уже помнят, или, вероятно, он не встретился с другим передатчиком. Тут большая вероятность того, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, высказал эти хадисы или наставлял делать такой-то поступок. К примеру, намаз таспих. Цепочка хадиса об этом намазе хорошая, но многие не знают, что такое намаз таспих, благодаря набожности лжецов, живущих в наше время. Спрашиваешь: почему не совершаешь намаз таспих? Цепочка хадиса о нем достигла степени хасан. А он отвечает: такой-то алим вынес решение, что это слабый хадис, поэтому я оставляю, проявляя предосторожность. Набожность. Мы говорим: нет, предосторожность не в оставлении поклонения. Предосторожность в оставлении желаний нафса. Последуем этому правилу. До тех пор, пока алимы говорят, что цепочка хадиса хорошая, если даже хадис считают слабым, большинство мухаддисов говорят, что мы следуем слабым хадисам в благих делах с условием, чтобы хадис не был выдуманным. Имам ан-Навави, имам ас-Суюти, Ибн Салах, Ибн Хаджар ас-Калани. Большие знатоки хадиса говорят об этом. Многие мухаддисы говорят о дозволенности следовать слабому хадису в благих делах, но чтобы хадис не был выдуманным или сильно слабым. Итак, почему оставляют намаз таспих? Предосторожностью некоторые алимы сказали, что это слабый хадис, это нововведение. Мы говорим: нет, мы это делаем вероятностью. Как делаем вероятностью? Потому что в этом есть большая вероятность получить большую награду за это. Не порть вероятность получения награды. Итак, не является оставлением сомнительного набожностью, если человек совершает поклонение, относительно которого среди ученых есть разногласия. Однако оставлением сомнительного будет оставление человеком шахватов, желаний нафса, относительно которых есть разногласия о дозволенности этого, те вещи, к которым нафс склоняется. Субханаллах, посмотрите, как этот нафс, повелевающий плохое, украшает для человека и смеется над ним, заставляет оставлять многие благие дела и вместе с этим внушает, что он выполняет сунну или поклонение. Порицаемое, сомнительное возникает от твоего послушания нафсу, а восхваляемое, сомнительное возникает из чего?
из противоречия нафсу. Человек желает следовать сунне посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и оставляет бороду. Да, это не основа. Человек, сбривший бороду, но который не ворует, не лжет, не предает людей, достойнее, чем тот, кто отрастил бороду по груди, ворует и лжет. В этом нет сомнений. Внутренние качества важнее внешних, но также внешняя сунна очень важна. Человек оставил бороду, немножко укоротил одежду, не позорным образом, а чуть выше щиколоток, но не ниже щиколоток, потому что это запретно. О, брат, некоторые алимы говорят, что можно одежду оставлять ниже щиколоток, если в этом нет гордости. Да, согласны, алимы так говорят, но предосторожность тут в чем? Немножко укоротить одежду. Почему? Потому что в этом есть оставление сомнительного. Где сомнительное? Место, где может быть грех. Хорошо, если я так сделаю, люди будут смеяться надо мной. Примеров, связанных с нравами, их много. Некоторые мы их привели. Итак, знания мы сохраняем. Второе правило, которое мы рассказали, какое? Вопрос о поклонении. Нет набожности в оставлении поклонения. Наоборот, набожность в оставлении желаний нафса. Другой вопрос, связанный с сомнительным, это чтобы человек отличал в отдалении от сомнительного между двумя скрытыми тонкими вещами. Разница между тем, кто оставляет сомнительное ради достижения довольства Аллаха, и между тем, кто оставляет сомнительное лишь ради получения степени среди людей. Обратите внимание, человек отстранился от некоторых сомнительных вещей. А ради чего ты отстранился от сомнительного? Ради достижения довольства Аллаха, чтобы приблизиться к Нему. Почему оставил сомнительное? Опасаясь упреков людей. Это не нрав. Это не тот, кто оставил сомнительное. Передают, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершал усердный и'тикаф в последние дни месяца Рамазан. Вы знаете об этом. А также, что совершал и'тикаф в мечети. Однажды его жена София пришла к нему и говорила с ним. Когда она пожелала вернуться в свою комнату, он встал, проводил ее к двери, которая ближе к ее комнате, к двери, которая напротив комнаты Умму Салямы, да будет доволен ею Аллах. Он пошел с ней ночью, была уже ночь. И навстречу шли два сподвижника. Когда они заметили, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ночью идет и разговаривает с женщиной, они потупили взор и быстро стали проходить. Пророк, алейхиссаляту вассалям, повернулся к ним, остановил их и сказал: «Это моя жена София, чтобы вы не думали, что я иду с посторонней женщиной ночью. Это моя жена София». Тогда они сказали: «Мы в тебе не сомневаемся, плохое о тебе не думаем, ты посланник Аллаха». Потом он сказал: «Воистину, шайтан перемещается по кровеносным сосудам человека, и я желаю очистить ваши души от плохого мнения». Этот случай поясняет последнее правило, которое мы рассказывали. Когда человек ищет довольства Аллаха или статуса среди людей. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не желал степени среди сподвижников в этом случае. Он обернулся к ним, чтобы сохранить сердца сподвижников от плохого мнения. Тот, кто стремится сторониться сомнительных мест, плохих мнений о нем из-за него же самого, и тот, кто стремится получить этим степень среди людей, то он бедняжка, живущий ради получения положения в обществе. Желание получить степень среди людей – это болезнь, которую нужно лечить. Это одна из болезней души. Тот, кто сторонится сомнительных мест или делает правильное мнение у людей, чтобы сохранить души людей, чтобы не жили во мраке плохого мнения, сторонится даже того, чтобы не согрешили люди, такой человек является обладателем милостивого сердца.